Гвоздика, голуби, георгиевские ленточки – символы победы на окнах Дома культуры радуют глаз. Это работа воспитанников ДК. В преддверии 9 мая они украсили свое любимое место досуга. Ребята также подготовили и стихи, и песни на военную тематику. Они до конца не понимают и не знают о тех ужасах и страшных событиях Великой Отечественной, но сердца их наполняются гордостью за подвиг своих родственников. Ветеран, поэт бывал, повидал за жизнь мало. Он с отвагою в бою защищал страну свою. День Победы засверкали на груди его медаль. На груди его медали мы с сестрой сочетали. 76-летие Великой Победы пройдет в этом году без парада и шествия бессмертного полка. Но пандемия не способна в полной мере отменить праздник. Провести знаменательный день можно даже не участвуя в массовых мероприятиях. Акция «Окна Победы» призвана не дать забыть младшему поколению об отваге старшего. Поздравляем сегодня героев, отцов, всех военных, трудящихся тыла. Поздравляем проливших за Родину кровь и отдавших последние силы. Соболезную павшим им память навек и на все времена в сердце наш. Поздравляем с победой сегодня и те, кто в числе без вести пропавших. Чтобы поддержать всероссийскую акцию, достаточно на окнах своего дома нанести рисунки на тему Великой Победы. Создать его можно самостоятельно, так и воспользоваться тематическими праздничными трафаретами или просто повесить фотографию ветерана-родственника. Кино идет, воюет взвод, далекий год, на пленке старой нелегкий путь. Еще чуть-чуть и догорят войны, пожары. Благодаря самоотверженности объединившихся народов Великой Отечественной враг был повержен. 9 мая был провозглашен Днем Победы. Этот праздник вызывает не только радость за свою страну, но и чувство тоски по тем незнакомцам, для которых этот бой стал последним. Яркие рисунки на окнах станут данью уважения павшим в страшной войне. Хава Газикова, Адам Далаков, Новости 24.